почему республика отказалась участвовать в программе реструктуризации долгов регионов и предпочла выпуск облигационных займов? А почему этот вариант стал более предпочтительным? На самом деле, как вы правильно отметили, в 2017 году было принято решение президентом Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов, ранее выданных в 2015, 2016, 2017 годах. При этом было подчеркнуто, что участие в реструктуризации бюджетных кредитов будет носить добровольный характер. При рассмотрении условий реструктуризации бюджетных кредитов, когда мы изучили условия постановления правительства Федерации, при реструктуризации нам необходимо было принять на себя определенные условия, достаточно сильно ограничивающие нас на рынке заимствований по погашению бюджетных кредитов в этот период. Поскольку Республика Саха-Якутия входит в первую группу с высокой долговой устойчивостью, то есть у нас долговая нагрузка, то есть отношение объема государственного долга к собственным налоговым и неналоговым доходам меньше 50% является ключевым показателем. Это позволило нам принять решение не участвовать. Если бы мы участвовали в реструктуризации бюджетных кредитов, то по нашим расчетам в течение 5 лет нам необходимо было бы принимать бюджет с профицитом, то есть часть собственных доходов нам необходимо было бы направлять на погашение бюджетных кредитов, что, конечно, повлекло за собой еще дополнительное сокращение расходов. Так? То есть там ограничения по заимствованию были ограничены не более 50% прироста налоговых собственных доходов в этом периоде. Поскольку прогноз у нас говорит о том, что собственные налоговые и неналоговые доходы даже в трехлетнем бюджете, они у нас растут не такими высокими темпами, то мы были бы ограничены за счет рефинансирования на рынке капитала, реструктурировать бюджетный кредит. Нам пришлось бы отвлекать собственные доходы на погашение бюджетных кредитов. Поэтому было принято решение остаться в рамках действующих соглашений с Минфином России по бюджетным кредитам 2015-2016 года и исполнять именно их, заменив их рыночными заимствованиями в виде облигационных займов, которые также мы и в этом году планируем разместить до 7 лет с мягким графиком погашения по годам, распределив нагрузку на каждый бюджетный цикл. То есть мы это сделали с точки зрения сэкономить те доходы и расходы, которые в противном случае направлялись бы на погашение бюджетных кредитов. Мы предпочли рыночное рефинансирование. Валерий Алексеевич, а ведь еще не все регионы также участвуют, да? Да, на самом деле участвуют, остаются в рамках действующих соглашений прошлых лет. Это 5 регионов, 5 субъектов Российской Федерации. Валерий Алексеевич, такой вопрос. Как происходит замещение дорогих коммерческих кредитов бюджетными? И какая по прогнозу экономия от этого? Да. И еще, как увеличение облигационных займов ведет к увеличению расходов на обслуживание госдолга? Замещение дорогих кредитов – это действительно одно из направлений долговой политики управления государственным долгом. В этом году мы провели эти мероприятия. В апреле запланированные в программе государственных заимствований в рамках закона о государственном бюджете. В апреле мы заместили 3 миллиарда 400 миллионов рублей банковских кредитов, которые были привлечены в 2016 году, при той ставке, которая действовала, это 10,5% годовых. Так? Мы их заместили на банковском аукционе и были замещены на такой же объем 3 миллиарда 400 по ставке 7,5% годовых. То есть достаточно существенная разница по процентным платежам, и она составила 170 миллионов рублей экономии. Кроме того, второй способ – это подписание дополнительных соглашений с кредиторами и 1 миллиард 100 миллионов банковских кредитов, полученных в 2017 году при ставке 9 годовых, мы заменили на кредит по ставке 7,8 годовых, достигнув экономии и по этим. То есть в целом мы уже провели рефинансирование 4,5 миллиарда рублей, удешевив
их обслуживания. В целом на 100, вот с этим миллиардом 100 на 189 миллионов рублей, снизив. Что второй вопрос, да, касающийся выпуска облигационных займов. Необходимо отметить, что у нас в структуре государственного долга 32% занимают государственные облигации. На самом деле и мировая практика, и управление госдолга подчеркивает о том, что наличие долгосрочных кредитов, распределенных с погашением по годам, чтобы была распределенная нагрузка по погашению, это предпочтение дается облигациям. Почему? Потому что облигации имеют более длительный срок обращения, и погашение долга относится на более длительные сроки, в отличие от банковских кредитов. Поскольку сейчас банковские кредиты предоставляются банками до 3 лет. А в этом году мы вот облигационный займ планируем разместить с обращением до 7 лет, с мягким графиком погашения, распределенным по годам. При этом ставка по облигациям, как правило, ниже, чем прямой банковский кредит. Банковские кредиты мы планируем использовать в среднесрочной, краткосрочной перспективе. А для долгосрочной составляющей государственного долга, что является показателем его устойчивости и распределенности по годам, это от 7 до 10 лет. От 7 до 10 лет, и мы ставим себе эту задачу. Надо, кстати, напомнить, что и в поручении президента Российской Федерации от января 2017 года было поручено больше выходить и пользоваться таким долгосрочным и более удобным инструментом, как облигационные займы, как субъектам Российской Федерации. И не зря на эту же тему рассматривались вопросы выпусков так называемых и инфраструктурных облигаций, направленных на развитие инфраструктуры. И это новый инструмент, который разрабатывается сейчас и Минэкономразвития Российской Федерации, и Минфином России с точки зрения долгового финансирования в качестве проектного финансирования при развитии инфраструктурных проектов. То этот инструмент, он считается наиболее современным с точки зрения. Хотел бы напомнить, что, например, в развивающихся экономиках точно такая же структура, причем подавляющее большинство них составляет долгосрочные в виде облигаций, займы в развивающихся экономиках, поскольку они имеют длительный период, и погашение их распределено мягким способом, незначительными суммами по всем годам, чтобы в определенный финансовый год нагрузка была меньше. Если короткие кредиты, вы понимаете, что их постоянно приходится достаточно большой объем рефинансировать. Рефинансирование на рынке капитала тоже зависит от условий конъюнктуры на рынках капитала. Владимир Алексеевич, а что означает и чем грозит перерасчет верхнего предела госдолга республики? На самом деле это абсолютно техническая, да, но она очень важна с точки зрения, когда мы принимаем закон о государственном бюджете на финансовый год, мы определяем для себя верхний предел государственного долга, который может быть в течение этого года, к концу финансового года, быть достигнут и ни в коем случае не превысить. Например, на 1 января 2019 года у нас законом определен верхний предел государственного долга 53 миллиарда с небольшим рублей. Если взять по итогам 2019 года, по итогам 2020 года, то есть на этот трехлетний бюджетный период, так, закон, который принят, то он составляет и в конце нашего трехлетнего периода 53,6 миллиарда рублей. Это для нас важный показатель контроля уровня именно с точки зрения долговой нагрузки. Сейчас он составляет показатель целевой 47% от собственных налоговых, неналоговых доходов. Только при этих условиях мы входим в первую группу субъектов, которые оцениваются как Минфином России группа с высокой долговой устойчивостью, то есть меньше 50%. Хотя надо сказать, что в бюджетном кодексе ограничением является 100% собственных налоговых неналоговых доходов. Но никогда Минфин России предъявлял более жесткие требования, и мы с этим безусловно согласны, что это должно не превышать 50% собственных налоговых неналоговых доходов, чтобы иметь высокую долговую устойчивость, способность к погашению долговых обязательств. Эта оценка производится. В эту группу входит 35 субъектов на данный момент.
мы занимаем 30-ю позицию. Валерий Алексеевич, текущие макропоказатели развития республики, они достаточно оптимистичны, вот если мы берем с начала этого года, и они являются основой для составления рейтинга, для расчета кредитного рейтинга. Скажите, по вашим оценкам, каков будет следующий рейтинг и над чем еще надо поработать с учетом складывающейся экономической ситуации? Да, вы правы. Сейчас макроэкономические показатели экономики, и вот как Министерство экономики Республики недавно докладывало по итогам прошедших месяцев этого года, темпы роста составляют порядка 6%. Это выше среднероссийских темпов, кстати говоря, в последние годы это традиционно так. Соответственно, это сказывается и на объеме поступлений доходов в государственный бюджет. По итогам 4 месяцев поступило 59 миллиардов государственного бюджета, это около 30%. В целом с увеличением, если брать налоговые доходы, на 5,7%, то есть увеличение на 15%. То есть поступление налоговых доходов, если даже сравнить с аналогичным периодом и сравнить с темпами к плану этого года, они идут у нас пока с ростом. Но также и происходит рост расходов за этот же период, за аналогичный период, и он обусловлен объективными причинами, которые были выше названы. Это повышение оплаты, повышенные расходы на оплату труда, повышенные расходы на минимальный размер оплаты труда. Кроме того, у нас была индексация социальных выплат, тоже это повышенные расходы к аналогичному периоду. И были повышены тоже достаточно значительно, это расходы по медицинскому страхованию неработающего населения. Соответственно, расходы в этот период тоже были увеличены на социальные расходы. Кредитные рейтинги, мы на данный момент получаем кредитные рейтинги от 3 рейтинговых агентств, 2 международных, Standard & Poor's и Fitch, IPCA, и национальное рейтинговое агентство ACRA. По наблюдениям в феврале, теперь они делают это наблюдение каждые полгода, в феврале Standard & Poor's присвоил нам рейтинг 2B, Fitch IPCA присвоил рейтинг 3B минус, так называемый рейтинг, который на тот момент был равен рейтингу страновому Российской Федерации. Это отмечает, как у них написано в заключении в пресс-релизе, низкий долг по международным стандартам, устойчивые бюджетные показатели и способность, вот эта фраза была у Standard & Poor's, способность адаптироваться к внешним шокам, удерживая устойчивость бюджетных показателей и устойчивую кредитоспособность и платежеспособность. Вот от 2 рейтинговых агентств, которые оценят на феврале данную позицию. По аналитическому кредитному рейтингу агентства ACRA по национальной шкале это составляет РУА рейтинг на данный момент. Такими рейтингами на данный момент обладают около 30 субъектов Российской Федерации в различной степени: S&P, Fitch, IPCA и вот ACRA. ACRA с прошлого года начал эту работу на территории Российской Федерации. Мы первый рейтинг получили вот в ноябре 2017 года по национальной шкале ACRA и продолжаем работать с ними по рейтинговым агентствам.